Ну, вон, смотрите, черники сколько. Вон, смотрите, ребята, сколько черники тут. Вон. Походу я тут больше года уже, наверное, не был. Потому что уже прошлогодний поход, что-то я и не помню, в каком состоянии тут тропинка была. Ну, я уже, конечно, сырой. Все. И по штанишкам вода уже спускается в сапоги. И уже ноги сырые тоже. Е. Ну, смотрите, черники сколько тут. Вон красотища-то какая. Вон, много их. Много этих черник-то в этом году тоже, в принципе, есть. Есть она. Значит, где-то литров 20 для себя надо собрать. И из ягод, наверное, самое вкусное, что мы любим, быстро делается морс. И вообще в любом виде можно его есть. Это черника даже и полезная. Клюква она как-то, ну, на любителя даже. Она кислая слишком. Мы в основном пьем морс из черники. И сейчас пусть еще, как только будет спелая, будем собирать. А сейчас рановато еще. Рановато она еще кислая как-то. Непонятно какая. Не созревшая еще. А уже в сентябре уже соберем до себя. Там, конечно, придется поискать уже. Все уже насобирают, там люди не спят. Ну ничего страшного, соберем. Так. Солнце есть, не потеряемся. Смело можно идти в любую гущу, любое там место, где, думая, что заблудишься или еще. Нормально, солнцем выйдем. И эта дорога тоже как-то ведет, не знаю, в сторону Алексеевки, но куда-то идет. И здесь, я помню, какая-то вырубка должна еще быть. Так, маленькая вырубка. Не знаю, частника рубили или еще кто. Ну да, вон она должна быть. Что-то припоминаю. И дальше, наверное, уже не пойдем по этой тропинке, а чуть-чуть. Да, там тоже как-то нехорошее место. И вообще сырым мы будем. Чуть повернем направо. Всяко куда-то должны выйти на поле, или я не знаю. Так. Ладно, сейчас пока снимать тут нечего. Грибов не вижу, не наблюдаю. Елки тут. Елки, одни елки. Так. Правее, наверное, возьмем. Потому что там вообще стена подсада. Нет, там туда не пойдем, вот здесь. Правее возьмем и обойдем эту стену вообще. Там, наверное, вырубка какая-то была, и новый лес там уже выходит, стена получается. Видимо, тут 90-е рубили. Вон, смотрите, лес лежит. Не вытащили ничего, так и оставили. Такие волока. Ну, один волок я вижу, и там еще дальше чуть-чуть. Ну, это частник какой-то, наверное, рубил, видимо. И за это еще в то время, 90-е, вообще не наказывали. Делали, что, как умел, что хотел. А сейчас за каждый сучок тебе так накажу, что мало не покажется. Так. Ну да, вырубка. Вон лежит старый лес. Пеньки остались. Не вылазли, может, не успели там. Или трактор сломался. Не знаю, что как было дело. Вот такая тайга у нас. Одни елки. Елки и березы.
Фу. Так. Что-то непонятно, я куда иду. Вообще мне понятно. Так. Надо разобраться. С направлением как-то. Не угадал я с направлением. Что-то я чуть-чуть перепутал, видимо. В принципе, все это знакомо, эти вырубки. Но вот толк никак не могу найти, где бы эту вырубку обойти, с какой стороны. И, ну да, вырубка. Где бы обойти. Так. Так и нам надо вон туда, в угол надо идти. Сейчас буду разбираться вообще. Пришел я оттуда. Там перешел вырубку и вышел на очередную тропинку. Очередная тропинка. И иду уже против солнца. Также поднялся небольшой ветер. Хоть чуть-чуть ветерок есть уже сейчас. Ну, как бы вышел рано утром. Из-за этого еще ни ветра, ничего не было. Днем-то ветрено. И сейчас еще буду идти по этой тропинке. Не знаю, куда выведет. Что-то я вообще запутался. Где и как. Где? Да. Так. Ну, хорошая тропинка. Тоже трактора тут, наверное, когда-то ездили. Везде развилки, вон, смотри. Направо пока не пойдем, наверное, глубже зайдем туда. И уже в правую сторону там уже пойдем. Когда обратно будем идти. Здесь глубь, вон смотри. Что-то я нашел вроде как. Ну да, вон она, родимая. Угу. Гриб. Сейчас фотографию сделаю одну. Угу. Сделали. Можно уже и забирать. Сейчас еще одну. Вот она. Так. Один. Какой красавец. Вообще. Ни одной гнили нету. Так. Ладно. Это уже нормально, радует хоть. За такое расстояние хоть одного нашли. Сейчас нехило уже прошли мы тут. Вот. Выход вообще мало их, этих грибов. За такое расстояние вот 1-2 гриба так встретишь. Там еще один большой гнилой был. Уже не снимал ничего. Так. Вот так иду и смотрю круговую. Вот уже там, видимо, какое-то поле, наверное, все-таки. Ну, просвет. Там уже какой-то просвет. Значит, мы в правильном направлении идем все-таки. И тут вообще следов нету. Люди тут не ходили еще. Ага. Так, ну да. Это уже тут поле, видимо. Так. Здесь оказалось не поле, а какая-то вырубка. Тоже вырубка, но это уже лесхоз отводил, наверное, сюда уже дрова у нас, на частное лицо уже дрова тут выписывает, и раньше пилили вроде как. И я, значит, нахожусь между Тистовкой и Алексеевка. И, наверное, я еще буду слева так обходить эти вырубка, там еще дальше, наверное, новая вырубка есть. И обойду эти вырубка и выйду на поле, и там будет тропинка к основной дороге. А если, скажем, я здесь пройду здесь, с правой стороны вырубки, я выйду тоже выйду на поле, но там не скошенный луг и очень широкое поле там. И я думаю, лучше я пройду здесь. Не знаю, какой участок еще тут можно ходить, проверять, там, посмотреть, есть ли грибы. Но посмотрим. Сейчас сперва я здесь поднимусь по этой дороге.
Еще похожу, поброжу, а там уже посмотрим, где лучше. Где лучше. Если ничего не будем находить, уже будем возвращаться. Будем искать дорогу для... Ну, чтобы обратно уже домой возвратиться. Так. Так, вон они. Вон они, грибочки-то наши. Белый гриб. Тоже, ну, как его... Не точно... Но он гнилой тоже, он, смотри. Опарыш для рыбалки там готов. И вот еще красноголовый, конечно. Вон они. Вот один. Ну, это нормальный. Это нормальный гриб. Вон. Вот с ногами берут. Вон, смотрите, что творится там. Вон, иди. Сверху как бы под шляпой чисто. А сломаешь и вон. И гниль идет с корня. И вот меня тоже. Зачем вот оставляешь ножки? Ну не буду я же это жрать, в общем, кушать. Ну нафиг. Гниль одна там. Мне и шляпки хватит. Вот какая-то просека тут тоже. Но тут ребята вообще не знакомы для меня. Здесь один раз, я не помню уже, на 55-ке как-то одноклассникам мы вывозили на дрова. Что-то припоминаю. Толком я тут вообще не хожу. Тут уже где-то рядом Алексеевка. И я прошел вот такой круг, сделал, и там дальше такая тоже, ну там сырое место, не знаю, может ручей какой-то течет. Туда уже я переходить не стал. И здесь спускаться тоже, наверное, я в общем передумал. И я вот пройду здесь по этой просеке. Ну это 100% просека. Зачесы на зачесах. И на каждом дереве вон. И пройду через эту вырубку, и вот уже напротив солнца мы идем. И уже будем спускаться возле той вырубки налево. А там уже также посмотрим, на каком месте мы находимся. Ориентир возьмем и дальше пойдем. Но грибов мало, я вам скажу. Что-то такое расстояние я прошел, и вообще мало их. И вроде лес такой, вот скажем, для грибов такой приятный. Но черники зато хватает. Черники я наелся, можно сказать. Там остановился на одном месте и нормально покушал их. Кислятину эту, не созревшая еще. Ну вот я и говорил, что вырубка тут. Фу. Были один раз на рыбалке, и на это видео один подписчик мне поставил, я, говорю, тебе поставлю дизлайк из-за того, что ты сломал березу. Березу, я рогатину делал, там березу сломал. Но береза, вон, смотрите, ребята, это считается сорняком. Ты одну сломаешь там, вместо этого две штуки выйдет. Это бесполезно, как борщевик, это бесполезно с ним бороться. И этого добра хватает у нас в наших лесах. Так что не надо там писать, что вот сломали какой-то сучок или еще. Тайга сама, сколько надо будет давать леса, это бесполезно. Вот смотрите, здесь вырубка была, и в первую очередь выйдет береза, а там уже елки пойдут. Но этот сорняк, береза, в первую очередь никаких семян не надо. Она, природа сама регулирует там что и как в первую очередь выйдет там или еще. Труднее всего в тайге там, скажем, на вырубках выходит вот смотрите, один сорняк и вон сосна, елка. Им, конечно, тяжелее, намного тяжелее.
Потому что сперва береза выйдет, там где-то метров 20-25 вырастет, а потом уже начинает расти елка и сосна. Вон, смотрите, больше 3 метров, 3-4 метра березы, и вон елка вот растет. Где-то полметра только. Вот еще метровая елка. Тяжело им, тяжело. Потому что одолевает береза. Это наоборот, надо их больше ломать, чтобы нормальные деревья ходили. Елка и сосна. А вот в нашем районе вот телефон звонит, блин. Вышел я из этой чащи и уже туда больше заходить не будем. И такой спуск такой вниз спускается тоже. Он туда идти тоже не будем. И будем обходить с правой стороны эту вырубку. И там глянем, что нас ожидает. Так, на холму так лучше тут идти. И здесь какая-то тоже, но вон и вроде нормальное место тут. Вон, смотрите, какая красотища тут. Какая-то дорога, наверное, тут, может, трактора тоже ездили раньше. Как бы лес вон и справа. Что-то я... Не, в том месте, наверное, я как-то не был еще, потому что вот здесь что-то опять становится знакомо. Туда тоже не пойдем и будем обходить эту вырубку вообще справа. Стараемся все время вправо брать. Вон, смотрите, черники сколько. Вон, смотрите, ребята, сколько черники тут. Вон. Тут еще никого не было. И черники много. Кислятина. Хороший гриб. Так. Напротив солнца, может, меньше буду снимать, но найду гриб, конечно, обязательно включусь. Вот теперь все стало непонятно. Я вообще, ребята, намного выше уже поднимался. Там не в ту степь. Развилкой там перепутал и поднялся я уже за Алексеевку. А сейчас уже вот все стало понятно. Здесь поле колхозное. И можно, в принципе, уже здесь выйти, там и будет дорога. Но я, наверное, все-таки здесь вроде как места еще есть. И буду идти. И обойду еще поле вот это. Вон, вот опушка леса, вот так буду идти. И там где-то и выйдем. Может еще хотя бы 1-2 гриба найти, и уже вполне достаточно будет. Но вряд ли, что-то грибов вообще нет. И вроде как лес хороший, тут места хорошие. Раньше я здесь капканами очень много баловался, зайцев ловил, ставил капканы на этих местах, очень много их было. После работы как-то, это до армии еще было. И после работы в котельной работал. После работы так пойду, капканы еще ставлю и зайца ловил. И смотрите, первый гриб для соления уже это. О, путник. У нас называют путник. Не знаю, как у вас в ваших краях, районах. Сейчас фотографию еще сделаю. Вот смотрите. Вот какой красавчик. Ну да. Красотища, однако. Вот, это уже и вон белый гриб еще. Но это гнилой. Ну, этот один гриб тоже не буду брать. Но он такой скользкий, вон, смотрите. Слизь такая сверху. Слизь. И обычно для соления, скажем, запах сразу видно, что, ну, кто понимает запахом, гриб сломаешь, и запах сразу слышно, как чувствуется запах гриба такого для соления. Запах прямо, хоть сырым ешь. И вот такая слизь у них на них.
И когда сломаешь, для соления грибов вот здесь сразу молоко выходит. Это 100% уже съедобный гриб. Такой красавчик. Жалко, что один. Можно, конечно, было бы взять. Вон, иди, иди. Ну, этот гриб, наверное, не... Подожди, да, вон, смотри, сколько тут. О, приблизил вам. Видно, сколько их там, этих червей. Вон. В середине кадра видели? С черными головками. И я такие не беру вообще. И жалко, конечно, оставлять. И это я тоже оставлю. Ай, такой гриб для соления. Прям скорее бы уже сентябрь. Сентябрь месяц там для соления. Вот такие канавки тут. И здесь очень много водилось зайца, между прочим. Такое место вот именно вот для зайчишек такое. И вон красноголовик тоже. Он большой, блин. Даже смотреть не буду. Ну, собака что-то тоже чувствует, наверное. Может, зайчишки тоже вон бегают. Нюхая все время ходит. Так. Запах тайги такой. Вот еще гриб. Он, смотри, за деревом пройдешь и не увидишь. Нормальный. Без червей пока. Потихоньку набирается. Выход маленький, но все равно уже для супа 100% уже набрали. Можно и с картошкой пожарить. Все можно. Можно один гриб пожарить или сварить. Можно и десяток. Вон, иди. И все равно уже хоть один гриб на вкус даст блюдо там или для супа, или для жарки. Вон, смотри, побежала куда-то. Может, кто-то и ходит, чувствует кого-то. Так. Ладно, я выключу до следующего гриба, как найдем. Включим. И место тут прям отличное. Возле поля там идем. И колпушка. Вон еще вдали. Вдали я увидел гриб тоже. Надо сходить, проверить. Лисичек не вижу. Не наблюдаю пока. Выхода нету. Или место такое, что лисички тут нету их. Но это подосиновик или подберезовик. Наверное, подосиновик, подберезовик. Но это не красноголовик. И не с белой шапкой. Подберезовик, может, возьмем что-то там. Капризничать не будем. Главное без червей. Там мы будем капризничать в сентябре. Когда грибов навалом будет. А беру не хочу. Вон, смотрите. Еще один вон такой маленький. Большой это трогать не будем, но вон. Вон, смотрите. Ну, такой уголок можно еще как-то. О, уголок еще возьму. Так. И тут еще проверим. Это нормально. Эту гниль оставляем. А вон еще один. А это что за гриб такой? Упругий. Такой. Пойди, вон. Это белый гриб или что? Это как белый гриб тоже. И вон я смотрю тоже там или чисто, вроде чисто, да. Этот кусок чистый. И второй еще. Вообще нормальный гриб оказался. Так, ножку оставляем. Ножка нам не нужен. И вот смотрите, еще, не знаю, поганка или что тут. Не, нормальный гриб, смотри. Тоже белый полевой какой-то. Есть белый гриб, который на ягеле растет, а есть вот такие возле полей, там, на лугах. На лугах иногда бывает. Вон, смотрите, вон еще что-то я увидел. Угу.
Это же красноголовики там. 3 штуки их я увидел. И да, не мешайся. Вон, смотрите. Вон, смотрите, где они растут. Вот они, красавцы. 2 и 3. Вообще малюсенький такой. 3 гриба. Так пройдешь, не заметишь. И подумаешь, что грибов вообще нету. А местами они-то, оказывается, есть. Не зря мы туда пошли. Именно сюда-то есть. Так. Так. Пока тишина там. Угу. Сейчас будем искать. Еще старый гриб. И тут опять тропинка какая-то. Иду оттуда. Я от поля уже отошел. И вот тут у меня развилка. Налево вон дорога. Прямо и направо. Вот и думай, куда идти. Где грибы. Посмотришь налево, там завалы. Очень много завалов. И непонятно, куда идет дорога. Туда направо пойдешь, там опять на ту сторону поднимаешься. Вон, смотрите, какая лестница тут. Это дети, наверное, ради чего там они лестницу построили. Не знаю. И вот еще чуть правее дорога идет. Кругом, короче, развилки, но не знаю, потом посмотрим сейчас. Блин. В принципе, можно чуть хуже идти, но может люди меньше ходили, тут и грибы есть. А мы все-таки, может, здесь пойдем. Где хорошая дорога, там и народу больше. Так, посмотрим здесь. Я уже весь сырой, блин. После дождя, конечно. Так. Главное, не знаю, вот не помню уже, куда ведет эта дорога. Ладно, сейчас буду идти по этой дороге. Куда выведет, посмотрим. Как же я люблю этот звук. Пение птиц таких. Это первый признак осени уже. Это к нам приближается осень. Пора охоты, охотники будут. Армия охотников в тайге бродить. Не хватает еще, когда падают листья и такой прохладный воздух и уже снежок. Вообще идеальный. Вон, смотри, идеальное время для меня. Люблю я осень. Так. Он как-то вроде и не гнилой, а с червями все равно. Да ну. Хожу зигзагами и опять очередной гриб заметил. Кое-как, еле-еле оказался гриб. Червей-то сколько. Хана грибу. Вон они, опарыши. А это что такое? Это уже поганка. Вот так вот. Опять на поле выходим. Так туда-сюда хожу. Вот смотри, прошел только что здесь. Еле заметил. Только вот вышел. А хотя здесь я и прошел через него, наверное, даже. И вот еще полевой белый гриб тоже уже чистый. Угу. Так что раз пройдешь, не заметишь, второй раз уже увидишь. Так. Ну все, я считай на месте, где частенько уже ходил. Здесь будет ручей. Тоже, я вам скажу, неприятное место. Надо переходить, там ручей. И там очень широкое поле колхозное.
Не знаю, вот выбираю, где обойти или через поле там пройти. Вот тут тоже дорога. Так, налево пойдешь, ручей, там придется и поле перейти. А здесь, если направо пойду, там выйду на дорогу, где, в принципе, мы тоже поднимались. Где, в принципе, мы тоже поднимались. И там тоже ручей, в принципе, тоже придется переходить. Там гриб или... Тоже гриб, смотри. Полтаевый гриб. И тоже уже гнилой. Только ножки гнилые. Возьму. Только ножки там почистим и нормально будет. Так, давай я сперва, наверное, схожу налево. Посмотрю, гляну, как там. Если не понравится, я обратно по этой тропинке, уже другого варианта не будет. По этой тропинке обратно буду возвращаться. Далеко уже там не пойдешь. Просто глянем и все. И вон, смотрите, тут чага, наверное, или что тут. Ну, или нет, это не чага. Это какое-то образование тут. Это не чага. Нет, это не чага. Ха, смотри. Во. Встал, увидел, взял и дальше пошел. Маленькие, блин, только что начали выходить. Так, вот тут пойдем по тропинке, а возвращаться будем вдоль по этой сырой местности. И ништяк вообще будет. Так, опять гриб. Ну это уже, смотри, кто-то проверял. Тут кто-то ходил. Угу. Какой-то грибник тут уже был. Фу. Ну смотри, шляпки-то на тропинке. Тут уже все. Передо мной кто-то, видимо, ходил. Значит, туда уже не пойдем. Бесполезно. Так. Так. Угу. Так, что же делать-то? По главной тропинке потом спуститься или по полю там идти. Сейчас я подумаю, ребята, и буду решать, в общем, что делать. Ребята, я все-таки решил возвратиться. Я поднимался там, здесь по лесу я прошел и буду спускаться по этой тропинке. Ну, нафиг туда уже не стал лезть. И там еще один красноголовик, наверное, или поганка, не знаю, что там. Но я увидел, заметил. Сейчас глянем. Ну да, красноголовик. И будем спускаться по той дороге. И уже верняк мы будем... Ну вот, нормальный гриб. И будем на основную дорогу выйдем. И там уже выйдем на Тистовку. Уже окраинной деревни будет. И все в основном с того угла и заходят в тайгу и поднимаются. О, кого-то залаяло, кого-то чует. И будем, в общем, там перейдем, там тропинка, наверное, будет через поле. Через поле тропинка. И легче будет идти. Белку, наверное, учуяла. Где он? Это белка-то. Да. Такой короткий лай, значит, это белка. И хвостом так виляет. Ну, из елки его находить не просто найти. Ну, здесь тропинка набита уже. Грибники тут много ходят. Угу. Такой кружок. Кружок, конечно, сделали нормальный. До Алексеевки там, если напрямик с Нившеры, там 3,5 километра где-то, наверное. Там мы в тайгу кругами там в одну сторону и уже возвращаемся. Ну, будет километров 7-8, наверное, такой кружок.
Точно. Так. Ну все, пошли. Пошли обратно уже мы. Возвращаемся домой. Вышли на основную тропу. Вот и ж будем обратно уже здесь шуровать без остановки. И никакой надежды уже нету больше, что мы найдем тут какой-нибудь гриб. Потому что тут ходят люди. Смотрите, новые шишки. Вон свежие. Вон. Это клесты, наверное. Кушают там, клесты кормятся. Ну все, тут это сырое место. Перейдем и там еще по тайге будем идти. Там также на дорогу, следующая дорога основная тоже, по которой поднимались первоначально. И не знаю, где пройти. Смотрите, как сыро тут. Вон. Где идти-то? Там вообще озеро. А нам надо перейти все-таки в то место. Дойдем до той дороги или там, наверное, круг лучше сделаю. Провалишься, блин. В принципе, что бояться, я уже весь сырой. Выйдем на дорогу и вон, смотрите, где сыро, там и морожка. Урожай морожки, конечно, в этом году большой был. Сейчас вообще сладкая она. Ну, созревают, каждый день они созревают. Обалдеть. Вкус такой. Опа. Вкуснятина какая. Наелся всего. И морожки, и черники. В общем, я это сырое место обошел. Вот смотри, какие лужи. И даже течет. Вот. В это время еще тут все сухо должно быть, а вон полным ходом все течет. Вот так вот. Такое лето сырое в этом году. Это уже начало осени, август сегодня. Не знаю, какое число. А уже месяц август. Так. Также тут елки. Одни елки. Елки-палки. Так, ладно. Или здесь еще такой маленький кружок. Ну да, вон тропинка. Вот я возьму эту тропинку и, наверное, все-таки еще маленький кружок тут сделаю. Кто знает, может и еще хотя бы один грибиток вперед. Все, идем по этой тропинке. Ну вот, последние метры мы вышли из тайги. И вон, смотрите, опять мы видим церковь. Со всех углов села видна эта церковь, храм, церковь, я не знаю. И еще хочу показать, что я собрал, вот, скажем, вот, ну, видно, надеюсь, вот столько грибов, где-то килограмм полтора, где-то в пакете там килограмм полтора. И остается только мне сказать всем спасибо, кто досмотрел этот фильм. И мы уже будем возвращаться обратно домой. Мы уже на месте. Подписывайтесь на канал и не жалейте, ставьте лайки. А на сегодня все. Всем пока. До новых встреч на природе в Коми. Дальше интереснее. Дальше еще будут походы за грибами, за ягодами. И также рыбалка, охота. Все, всем пока.